Это как куриная слепота или Да, это что куриная такое? То есть после ядерного взрыва стали появляться я думаю, люди, чем-то это самое обладающие аномальными способностями. Да. Я так думаю. Там есть такие люди. Которые... А тут взрыв-то за сколько километров было? Эта воронка-то где она находится? Она ближе к Якше все-таки. Она... Все-таки ближе Да, к Якше, да, да? в Якше, Они в туда. Унье, да? Они Да, не да. ближе к Унье. Нет, не ближе, она все-таки. С другой стороны, там посмотрим на карте. Мне кажется, они одинаковые. Там Вот треугольник. роза ветров еще необходимо учитывать. Раньше была газета «Молодежь Севера», и в этой газете было написано про этот взрыв. И там было это показано, как эта воронка, каким диаметром, и кто этим руководил. Это очень хорошо было написано, я помню вот эту статью, это «Молодежь Севера». Где бы ее найти, конечно, в 70 каком-то году. Я уже тут была, мы читали эту статью. В архивах ты должна жить. Юрий Ионов написал книгу про ядерный взрыв, про эти ядерные взрывы. И последствия, то есть вот Юрий Ионов в это время работал в газете «Заря». И он свое видение обо всем этом написал. Я дам тебе почитать. Как его, и вот это «Молодежь Севера», где написана была вот эта статья, мне тоже очень понравилась. Кто этим руководил, как его, этого руководителя, должности повысили после этого взрыва. Куда-то в Екатеринбург или Свердловскую область куда-то его отправляли. Вот это я что-то вот чуть-чуть помню. Обычный лось. Голова лося. Ну да, это молодой, где-то полгода и похож на северного оленя больше, да, вот он может быть. Ну, они с одного этого семейства, оленей. Какая-то другая особь. Нет, это, вот здесь мы еще.